Заблокировали. Друзья, находимся на канале Каримов Равиль. Канал обо всем. Туган аулы, развлекательный комплекс. Это переводится как родная деревня. На втором этаже мельницы. Перед нами мастер. Мастера зовут у нас? Владимир. Владимир. Смотрите, Владимир занимается у нас литьем. Это у него, значит, это восковка, скорее всего. Литьевый из олова, украшения оловянные. Это технология 13 века, литье технология 13 века, булгарская. Вот. Здесь расплав оловянный. Олово — это 50-й элемент таблицы Менделеева. Вот. А вот он сейчас постукивал, это, скорее всего, он воздух выгонял, чтобы не оставалось изъянов воздушных. Дело в том, что в 13 веке формы были из глины, лепили. Угу. И чтобы плавили золото или серебро. Соответственно, у них плотность немножко другая чуть-чуть, чем у олова. И чтобы оно полностью получилось, приходилось постукивать деревянными палочками по глиняной форме. Осторожно, чтобы не разбить, и в то же время, чтобы усадить. Это называется процесс усадка, постукивания по форме. Процесс усадки. Это технология 13 века, булгарская. Я подтверждаю, что такой технологии сейчас нет. Сейчас или центрифуга, или вакуум. Или вибрационные столы. Да. Применяют. Вот. А формы были либо из мыльного камня, либо глиняные. Сейчас мы применяем силиконовые. Видите, они мягкие. А вот теперь посмотрите, что получается. Это оловянные, вот такие вот украшения. Так, это вот. подкова на счастье. Подкова на счастье. Давайте посмотрим. У них здесь есть уже готовые изделия. Посмотрите, друзья, как замечательно сделано. А вот у них здесь печка. Олово расплавленное. Да, олово — это 50 элемент таблицы Менделеева. Температура плавления 231 градус. На печке у нас чуть больше, 400, потому что олово очень быстро теряет температуру, поэтому мы немножко больше ставим. Вот обыкновенный кусок олова. Видите, что с ним происходит? Да. Вот. При температуре 400 градусов. Это паяльное олово, чистое, без примесей. Посмотрите, у Владимира на груди погоня. Это литовский знак, это Прибалтика и Белоруссия. Это большая погоня, так называемая. Это преследующий, всадник преследующий. Находится на гербе Литвы и поныне. Значит, у нас связано с реконструкцией. Мастер Ленар у нас делает доспехи. Вот, например, наверху есть фрагмент бармицы. Бармица — это крепится на шлем и служит для защиты шеи от удара мечом. Вот. И, соответственно, он делает полноразмерные доспехи и еще ниже и выступает. Например, не только вот то, что у нас происходит в Булгарии, например, или показательное выступление реконструкции старинных боев, например, проходит Свияжский, ездит, например, в Тулу, там есть объединение «Витязь», и там, например, проходит Куликовская, ежегодно проходилось, по крайней мере, раньше на Куликовскую битву. Соответственно, там выдается определенная роль, и должны изображать либо русских витязей, либо литовских там воинов, или каких-то крестоносцев и так далее. То есть соответствующая экипировка должна быть. Значит, соответственно, на мне сейчас вот как раз экипировка воина литовского, то есть крестоносца. Я хочу добавить, что это большая погоня. Малые погони используются как в российских гербах, польских гербах. Это из-за облака рука в доспехах, согнутая с мечом. Спасибо, большое спасибо. Вы нас сильно порадовали, Владимир. Напомню, мы находимся на канале Каримов Равиль, канал обо всем. Посещайте и подписывайтесь на наш канал. Мы, думаю, наверное, с Владимиром еще увидимся на поле брани, где он будет изображать, восстанавливать разные события исторические. Большое спасибо, Владимир. Спасибо за внимание. Всего доброго.